الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, мухтарам джамаат. Мы с вами продолжаем изучение текста акиды имама Тахави. И сегодня начинаем с особого раздела. Он называется «Иститаа» и имеет большое значение не только для акиды, но и фикха тоже. Каулуху, имам Тахави говорит: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف به المخلوق تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وصحة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Имам Тахави говорит о проблеме способности, возможности совершить деяния. Под деянием мы имеем в виду те деяния, которые Аллах Та'аля нам повелел. Например, мы знаем, что намаз – это фарз, ураза – фарз. Перед намазом, если у человека нет омовения, уду, он его тоже должен обновить, это тоже относится к фарзам. Так вот, возникает вопрос: когда мы должны признать фарз с фарзом, в какой момент он становится обязательным? Именно поэтому важна тема иститаа. Иститаа, то есть способность совершить деяние. Как известно, Аллах Та'аля в Коране сказал, и имам Тахави приводит этот аят в качестве далиля, мы только что его прочитали: «Ла юкаллиф, а'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, ла юкаллифу Аллаху нафсан илля вус'аха». Аллаху Та'аля не налагает на человека то, что он не в состоянии выполнить. Вот это и есть иститаа, состояние выполнить какое-то деяние. То есть могу, я в состоянии. И имам Тахави по этому поводу говорит: «Валиститаату», то есть вот эта способность совершить деяние, аллати яджибу биха аль-фи'ль, при которой действие становится обязательным, мин нахви ат-тауфиqи аллади ла яджузу ан юсафа бихи аль-махлук такуну ма'а аль-фи'ль. То есть вот эта способность, при которой деяние становится фарзом, если ее рассматривать с точки зрения тауфика, то есть той помощи, которую Аллах Та'аля нам дает, и у раба, у создания вот этой способности не может быть, если Аллах Та'аля его ей не наделит. Такуну ма'аль фи'ль, то есть эта способность будет вместе с действием. Не до действия, не после действия, а именно вместе с действием. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وصحة الآلات فهي قبل الفعل. Что же касается способности совершить деяние, которое рассматривается со стороны человеческого здоровья, человеческого, что у него органы все на месте и так далее и тому подобное, то эта способность происходит до деяния. وبها يتعلق الخطاب. И вот приказ Аллаху Та'аля совершать деяние, например, а'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, ва акимус саля, исполняйте молитву. Вот этот приказ Аллаху Та'аля связан именно с вот этим вторым видом способностей. То есть из этого текста что мы узнаем? Вот мы с вами говорили про совершение деяния, про то, что деяние является фарзом. В каком случае, например, пускай будет тахарат вуду, в каком случае оно будет фарзом? И вот оно будет фарзом только в том случае, когда человек в состоянии выполнить, правильно? Если, допустим, нет воды, то он омовение совершить не в состоянии. Если он лежит парализованный, и рядом с ним нет того, кто может ему помочь, то для него вуду, омовение фарзом тоже не будет. То есть человек не в состоянии это сделать. А когда он в состоянии, так вот это состояние, когда человек может выполнить фарз, подразумевает в себе две составляющие. Первая составляющая внешняя, то есть руки и ноги на месте,
Человек здоровый, руками, ногами шевелить может, и время намаза пришло, все, для него омовение для совершения намаза становится уже обязательным. То есть один из них саляматуль а'да, то, что называет имам Тахави, то есть здравость органов, то есть органы на месте, и они здоровые, он может ими действовать. Вот это первый вид. Но у иститаа, у способности совершать деяния, есть еще вторая, вернее, не вид, вторая составляющая – это тауфик. То есть тауфик – благоволение, то есть желание Аллаху Тааля дать нам возможность совершить это деяние. Может, у человека и руки, и ноги на месте, и до вот этого момента, до вот этой секунды перед совершением деяния все было нормально. Но если Аллаху Тааля не дает этому человеку тауфик, не дает свое божественное благоволение, то он будет не в состоянии совершить деяние. Например, из сиры пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в Наджд отправляет 70 своих сподвижников, чтобы там проповедовать, делать да'ват, и их там всех убивают, кроме двоих. Только двое возвращаются в Медину. И тогда что пророк сам предпринимает? Он желает наказать эти племена, которые предательски убили сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, собирает отряд и направляется туда. Однако эти племена, услышав о приходе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, испугались, попрятались в горах. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, 3 дня подождал их, и затем, собрав войско, собрав отряд, решил вернуться в Медину. И на обратном пути однажды днем они остановились отдыхать. И заснули все, даже часовые. И тогда один из язычников, который следил за ними, пробирается в лагерь мусульман, находит пророка, саллаллаху алейхи вассалям, снимает с ветки дерева его меч, достает, а у арабов было особым почетом убить врага его же мечом. Так вот, он достает меч пророка, саллаллаху алейхи вассалям, направляет на него, на пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В это время пророк, саллаллаху алейхи вассалям, просыпается, и этот бедуин у него спрашивает: «Кто теперь тебя от меня спасет?» И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спокойно отвечает: «Аллах». Дальше что происходит? Из книг по Сирии мы узнаем, что меч из его руки выпал. И вот про эту иститаа мы с вами говорим. То есть та рука, которая только секунду назад или несколько мгновений назад сняла этот меч с ветки и вытащила его из ножен, направила на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в следующее мгновение эта рука уже не в состоянии держать меч. Вот это особая способность совершить деяние, которое дает только Аллаху Тааля. И она называется тауфик, то есть божественное благоволение. И так как мы не можем выявить это божественное благоволение, мы же его не можем увидеть, мы его не можем пощупать, то, естественно, на вот этом тауфике обязательность деяния не может быть установлена. Поэтому на основе чего она устанавливается? На основе чего мы должны исполнять божественное повеление, исполняйте молитву. Естественно, получается, что мы должны исполнять эту молитву на основе первого составляющего вот этого иститаа. То есть фикх, наука фикх, она же не проверяет, какое у тебя состояние внутри, ты можешь или не можешь внутри. Это уже другой вопрос. Мы о нем тоже пару слов скажем. Фикх проверяет,
У тебя руки и ноги на месте? На месте. Стоять можешь? Можешь. Значит, стояние у тебя для тебя в молитве обязательно. Сгибаться можешь? Можешь. Сгибаться обязательно для тебя. У тебя все здоровым было. Но вы, наверное, в книгах по фикху читали, и вам иногда, может быть, показалось странным, что там написано: если во время молитвы больной почувствовал, что может стоять, он должен продолжать молитву стоя. Или наоборот, если совершающий молитву стоя почувствовал, что он не в состоянии ее продолжать стоя, он имеет право сесть и продолжить молитву сидя. Как известно, вот этот киям в молитве, стояние, он тоже является фарзом. Один из элементов молитвы, он фарз. Но здесь тоже вот это иститаа. С точки зрения фикха, когда мы приступаем к молитве, мы оцениваем свое состояние. Ага, у меня руки, ноги на месте, спина пока еще гнется, значит, я начинаю совершать молитву стоя. Почему? Потому что это божественное повеление. И фикх мне говорит, в этом случае, для тебя фарз совершать молитву стоя. Но если во время молитвы что-то с человеком произошло, приступ, или, скажем, паралич, или, но он в состоянии вообще молитву продолжать, но, допустим, стоять уже не может. Он садится и продолжает молитву сидя. И признание, вот теперь с точки зрения акиды, признание обязательности деяния, мы же обязаны признавать, что намаз фарз, для примера. Признание обязательности деяния как раз связано с вот этим здоровьем человека. Руки и ноги на месте, здоровый, двигаться может, значит, все, мы признаем, или этот человек признает, что фарз намаз для него фарз. Обязательный. В это время он обязан признавать это. Или киям, допустим. Если он чувствует, что здоров, все у него нормально, то признание кияма, то, что киям для него является фарзом, это один из элементов его веры. Если же он не в состоянии стоять, то да, он признает, что вообще киям является фарзом молитвы, но конкретно для него это уже не фарз, поскольку он не может это выполнить. Вот об этом говорит имам Тахави. Дальше, продолжая, можно сказать, эту же тему, имам Тахави говорит, имам Тахави говорит, «Каулуху», слова имама Тахави, «Ва-аф'алу л'ибади би-халки Аллахи та'аля ва-касбин мин аль-ибад». Тоже очень важный вопрос, который мы должны хорошо понять. Имам Тахави говорит, действия рабов происходят благодаря сотворению Аллаху Тааля и приобретению рабами. То есть, другими словами, действия, которые совершает человек, являются созданиями Аллаха. И человек приобретает, человек приобретает эти действия. Откуда имам Тахави это берет? Он берет из аята, в котором сказано: «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. Валлаху халакакум ва ма та'малун». Аллах создал вас и те деяния, которые вы совершаете. То есть каждое наше движение рукой, каждый жест, каждое движение пальцем по факту является созданием Аллаха Тааля. Помимо Его воли, помимо Его желаний, помимо Его могущества, мы даже пальцем пошевелить не в состоянии. Как это доказать рационально? Вроде бы это в голову не укладывается, я же сам же шевелю рукой на первый взгляд. Очень простой пример. Скажем, мы идем в мечеть на намаз. И вот по поводу нашего движения, наших шагов, зададимся 3 вопросами. Первое. Когда я иду на намаз, на какую высоту точно от земли отрывается моя нога? Кто-то из нас может ответить?
Мы не контролируем же этот процесс. Мы начнем сейчас говорить, примерно вот так, но каждый шаг же индивидуален, и поэтому каждый раз нога отрывается от земли на разное расстояние. А нога чья? Нога вроде наша. Но о своей собственной ноге мы уже чего-то не знаем. Дальше, когда мы шагаем, одни мышцы сжимаются, другие расслабляются. Вопрос, какие именно мышцы в конкретный момент времени расслаблены, какие напряжены? Тоже процесс вне нашего контроля, мы не способны ответить на него. Другой вопрос, или третий вопрос, связанный с той же самой ногой, когда мышцы расслабляются и напрягаются, по ним циркулирует кровь, чтобы доставлять питательные вещества и уносить продукты жизнедеятельности. Вопрос, какой объем крови к какой мышце поступает? Знаем? Тоже не знаем. Но нога-то чья? Наша или не наша? Наша же нога. А о своей собственной ноге у нас информации нет. Ну и последний вопрос. Мы с вами сказали, что кровь приносит питательные вещества, уносит отходы жизнедеятельности. Вопрос, в каком объеме, какая мышца, какие элементы получает? Тоже нам неизвестно. Соответственно, из этого следует, из этого логического вот этих последовательностей вопросов и логического размышления следует, что действительно наши действия являются творениями Аллаха Тааля. Но здесь вы вправе задать вопрос, а почему же я тогда несу ответственность за свои действия? Правильный вопрос? Правильный. Но на самом деле мы несем ответственность не за сами деяния, а наш выбор. То есть наше тело – это инструмент, как любой другой. Мы с вами приводили пример с ножом. С ножом можно нарезать еду для ифтара и получить аджр. Ножом можно ударить человека и заработать великий грех. Точно так же и наше тело – это инструмент. И от нашего выбора зависит то, как мы будем использовать свое собственное тело. Если мы делаем выбор, читаем Коран, Аллах Та'аля в Коране говорит: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, ва акимус саля», исполняйте молитву, или «ва атуз закя», выплачивайте закят, или что-либо другое, что-то читаем, или «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, фасалли ли раббика ванхар», исполни молитву ради довольства своего Господа и сделай жертвоприношение, и делаем выбор. Ага, Аллах Та'аля мне приказал, значит, я это делаю. То есть мы делаем выбор этого деяния, и когда мы к нему приступаем, Аллах Та'аля для нас это деяние творит. То же самое противоположное. Скажем, Аллах Та'аля что-то запрещает, например, в Коране. Например, алкоголь. А мы делаем выбор в пользу того, чтобы его употреблять. Все, мы сделали выбор, да, дальше, несмотря на то, что Аллах Та'аля нашим этим деянием недоволен, но Он дал нам свободу выбора, свободу действия и творит для нас эти деяния. Вот таким образом мы эти деяния приобретаем. Поэтому мы с вами несем ответственность не за само действие конкретно, а за наше намерение и наш выбор. Другой пример. Скажем, вот мы здесь сидим в мечети, изучаем акиду, выглядываем в окно и видим, что в окно первого этажа здания напротив какой-то мужчина пытается залезть. Сколько вариантов классификации или характеристики этого деяния может быть? Всего 3. Негативный, позитивный, нейтральный. Позитивный – это его собственная квартира, он потерял ключи и пытается к себе домой попасть. Второй негативный – это чужая квартира,
он хочет оттуда вынести какие-то вещи, то есть украсть хочет. И третья характеристика деяния позитивная. В квартире что-то происходит, пожар или что-то, он лезет, чтобы спасти людей. Но во всех трех случаях деяния, действия чисто механически, чисто биомеханика, будем говорить. Биомеханика действия этого человека будет одинакова. Скажем, он схватился за форточку и подтягивается. В это время у него работает бицепс. И у хозяина, и у спасателя, и у вора одна и та же мышца будет работать. И механика, рычаг будет одинаково работать с точки зрения физики, все одинаково. Поэтому на самом деле мы несем ответственность в первую очередь за свой выбор. Именно поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из своих хадисов, известный хадис, он есть в Арба'ин Нававия, приводит, что если человек вознамерился совершить какое-то греховное деяние, но не совершил его, отказался, то ему записывается одна награда. Если человек вознамерился совершить какое-то греховное деяние и совершил его, то он получает за это грех. И наоборот, если человек вознамерился совершить какое-то благое деяние, но не смог его совершить, не сам отказался, а не смог, что-то воспрепятствовало ему, то он получает награду. Если он вознамерился и совершил, то он тоже получает награду. То есть вот вознамерился, сделал выбор и дальше совершил. То есть в первую очередь ответственность за наш выбор, поскольку тело – это всего лишь инструмент, которым мы совершаем деяние. Поэтому награду или наказание мы получаем за свой выбор. Выбор, соответствующий законам Аллаха Та'аля, или выбор, который этим законам противоречит. Поэтому верующий всегда должен оценивать свое состояние, всегда должен проверять вот свой ният. Именно поэтому пророк в другом хадисе говорит: «Иннамаль а'малю бинният», воистину все деяния преднамеренны. И дальше у этого хадиса есть продолжение: кто совершил переселение ради Аллаха, то переселение ради Аллаха, то есть оно таким образом записывается. А кто совершил переселение ради каких-то мирских благ, чтобы жениться или улучшить свою торговлю, то пророк говорит: «Фахиджратуху иля ма хаджара илейхи», то есть его хиджра именно для того, для чего он ее совершил. То есть как хиджра ради Аллаха Та'аля, она уже не записывается. Поэтому снова мы с вами возвращаемся к этой важной теме ният, намерения. И необходимо ему уделять особое внимание. То есть, и нужно отметить, что наш ният, он связан с ихласом, с искренностью. Если мы искренне совершаем какое-то деяние, имеем искреннее намерение совершить благое, то соответствующую награду мы получаем. Если же наше намерение не искреннее, то за деяние мы вообще можем никакой награды не получить. Наоборот, иногда, скажем, в одном ряду в намазе могут двое рядом друг с другом стоять, один получает саваба 27 раз больше, как сказал пророк ﷺ, второй за свой намаз вместо саваба получает грех наказания, если он его совершал, например, чтобы рядом стоящие его похвалили после молитвы, сказали: «О, молодец, какой, ходишь на намаз» и так далее и тому подобное. Поэтому вот эта искренность и выбор, оно имеет очень большое значение.